Урна для голосования в 14-й школе – настоящий раритет. Ей уже 12 лет. Елизавета Давлетмурзаева вспоминает, в 2003 году она тогда председатель участковой комиссии номер 390. В 6 утра уже стояла у ворот школы и ждала первых избирателей. В то время обстановка в республике была неспокойной. Машину, в которой Елизавета везла бюллетени, обстреляли, но женщина смогла довести важные бланки в полной сохранности. Несмотря на то, что школу по ночам обстреливали, было очень трудно, было опасно. Все равно люди приходили, голосовали, очень в настроении были. Опасность, конечно, была, но все равно я тоже, раз Ахмад Хаджи взял всю республику в свои руки, я тоже решила, что бы со мной ни было, но выборы я проведу. Хотя школы и институты в это сложное для республики время все же работали, люди были запуганы терактами, зачистками и обстрелами. Кто-то даже считал, что проводить референдум еще рано. Для этого не созданы условия. Получался замкнутый круг. Условий для проведения референдума нет, потому что продолжаются боевые действия, а они не прекращаются, потому что не сформированы легитимные государственные органы. Нужно было предпринять важный шаг, чтобы переломить ситуацию. И его решился тогда сделать лишь первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Сможет ли правовые органы обеспечить безопасное проведение выборов? Да, я скажу да, потому что на это есть силы, и есть очень хорошо, значит, подготовлены к этому. И я еще не жду каких-то массовых мероприятий со стороны боевиков, потому что на это у них нет силы. Весной 2003 года ситуация начала меняться. Подготовка к всенародному голосованию по принятию основного закона Чеченской Республики, Конституции, велась в республике по всем фронтам. Проводились круглые столы с участием деятелей политики, культуры, правозащитников и социологические опросы среди всех слоев населения. Благополучие нашей жизни отталкивает нас от тех дней, от тех моментов. А все равно было трудно, отчасти было страшно иногда. Страшно почему? За себя? Нет, конечно, за тех людей, которых мы на пути референдума теряли. Государственность была чеченская утеряна, даже автономная. О том наполнении, которое сегодня имеет чеченская государственность, тогда и говорить не приходилось. Народ на исходе из республики, экономика полностью разрушена, о социальной составляющей и говорить не приходится. В этих условиях, когда шли зачистки, на улицах танки, бронетранспортеры, села, зачистки, над головами самолеты, не восприятие на телевизионном экране чеченского народа, когда многие политики делали свою политику на нас, генералы, офицеры, я не говорю о всех, но большинство, могу это точно сказать, получали на нас награды. Ахмад Хаджи выбрал путь, чтобы спасти этот народ. Он видел одно. Без Конституции в ближайшем будущем ожидать мира на этой земле не приходится. Проведя коллективному согласию общество чеченское, подготовив проекты Конституции, которые будут выноситься на референдум, заручившись, еще раз говорю, национальным согласием, он пошел на референдум. 23 марта 2003 года – особая дата в истории Чеченской Республики. Народ принял документ, засвидетельствовавший нашу историческую общность России. Одним из первых в тот день проголосовал Ахмад Хаджи Кадыров. Все. Анатолий, поздравляю. Спасибо. Спасибо, дай Бог, чтобы было все хорошо. Это начало мира и первый шаг. Референдум стал отправной точкой успешного развития региона. Инициатива первого президента Чеченской Республики была поддержана федеральным центром в лице Владимира Путина. С приходом к власти Ахмад Хаджи Кадыров определил главные приоритеты для своего народа – восстановление прав граждан, возрождение образования, культуры и спорта. Его решимость покончить с военным конфликтом и противостояниями в республике всегда поддерживалась главой государства. Глубокой убежденности и уверенности Ахмад Хаджи Абдулхамидовича и желания, чтобы у нас референдум состоялся со стороны федерального центра именно Владимира Владимировича Путина, остальное все, казалось, нам идет во вред. До 12 проектов было, из них часть была альтернативная. После заседания серьезной комиссии, куда были делегированы серьезные, уважаемые ученые, политики, политологи с России, с Европы, в основу был положен
проект Ахмадхаджи Абдулхамидовича Кадырова. По стопам своего отца чуть позже пойдет и Рамзан Кадыров. Необходимость сохранения не только национального достояния, но и самобытности самого народа не раз подчеркивали оба руководителя. Для тех, кто пережил непростые времена и выстоял, были созданы все условия. не только российский, но звездный, мировой звездный, спортсменский, вы дар хазу дар диабетки, вы дар это больше мастеры. Аллаху Акбар! Сегодня о мирной жизни и правильном решении всего чеченского народа говорят стремительные преобразования и отзывы со всех уголков мира. Образование, культура, спорт, каждая социальная отрасль вышла на совершенно новый уровень. Елизавета Давлетмурзаева ежегодно в марте месяце проводит классные часы с детьми, на которых рассказывает школьникам, через что им пришлось пройти, чтобы провести референдум и вернуть мир на чеченскую землю. С гордостью Елизавета демонстрирует ребятам и самую дорогую награду, которую она получила за активное участие в подготовке и проведении того самого референдума – грамоту за подписью главы Чеченской Республики. Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Дени Хавхаров. Новости.